Программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Ленске идет полным ходом. Завершен этап 2019 года, практически закрыт этап 2020 года и 570 квартир нужно расселить в 2021 году. Уже неоднократно озвучивалось, что в Ленске самое большое количество аварийного жилфонда. Опережает нефтегазодобывающую столицу республики только город Якутск. В ближайшую пятилетку необходимо расселить 123 тысячи квадратных метров. Это 229 домов, 2300 квартир. Основной объем работы придется на последние годы, а в первые годы сделан упор на подготовку территории для застройки домов под программу переселения. Реализацию программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья непосредственно курирует глава республики Айсен Николаев. Он дважды бывал в Ленске, именно по этому вопросу координируя ход расселения. Во время визита непосредственно встречался с владельцами аварийного жилья. Это здесь, у вас здешние оценщики или мирнинские? Да, здесь у вас, да? Да. А вы с оценщиками-то работаете? Да. У нас два оценщика, которые не так и Не, в общем, надо как работать. Я еще раз, я якутском-то руководил. Вы людей-то здесь не обижайте. Им надо оценку делать, на самом деле, знаешь, у меня оценку делали на аварийных домах некоторых по 100 тысяч рублей квадратный метр. Поэтому, наоборот, со оценщиком ругались, зачем вы завышаете стоимость. Больше всего вопросов и волнений у участников программы переселения возникало на первом этапе. Пока еще был непонятен механизм реализации программы. И, конечно, ленчан интересовала дальнейшая их судьба, которая зависела от расселения. Кто-то мог уехать из Ленска, получив компенсацию, кто-то приобрести на вторичном рынке жилье, а кто-то в новом. Джема Голишева проживала в доме Ленина 62 уже более полувека. Она пенсионерка, и понятно, что доплачивать за превышающие квадратные метры в новостройке у нее не было возможности. Айсен Николаев пояснил, как действовать в таких случаях. В основном в аварийных жилых домах сегодня реально проживают люди далеко не богатые, а в основной своей массе бедные. Так, и требовать у пенсионерки, бабушки, например, там за 5 квадратных метров 250 тысяч рублей вот немедленно, да, и потом под предлогом того, что она не хочет платить, отказывать ей, это просто не по человеческим законам. В ходе реализации первого этапа программы Айсен Николаев дважды посещал Ленск. Он координировал работу органов местной власти, которые хоть уже и имели опыт в этом направлении, но при появлении новых механизмов все же нуждались в консультациях. Каждый раз Илдархан лично встречался с гражданами и отвечал на все вопросы, которые тревожили переселенцев. Вижу, что есть позитивные изменения. Вот когда мы в мае встречались с людьми, многие еще не очень хорошо понимали принцип действия программы. Достаточно было много путаницы и в объяснениях органов местной власти. Сегодня я вижу, что власти города уже реально занялись этой проблемой. За первый этап, а это 2019 год, было необходимо расселить 214 квартир в срок до 31 декабря 2020 года. На сегодняшний день администрация города Ленска с этой задачей справилась. Уже на 50% выполнен и этап 2020 года. Сегодня на очереди этап 2021 года. Продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного ветхого жилья. По этапу 2021 года планируемая площадь к расселению составляет 28 111 квадратных метров. Это 570 жилых помещений. 210 жилых помещений стоят на выплату компенсации. Этап реализации 2021 года оканчивается со сроком реализации не позднее декабря 2022 года. Участники этого этапа будут ждать введения в эксплуатацию новых домов по улице Якутской. А вот новоселы 2020 года уже распаковали сумки и чемоданы. В первую очередь расселили дома, в которых жить уже невозможно. Это старые двухэтажки по улице Мелиораторов, Объездной и Интернациональной в Разведчике. Сделали комиссию у нас, конечно, говорю спасибо комиссии, когда на тот момент была Климина, Батышева, вообще молодцы. Сделали комиссию они. И все, и мне звонят, готовы ли вы в ближайшее время переехать. Видим, какие дома строятся красивые, и балконы, и расцветка шикарная. И все, и получается, нам позвонили в феврале. И в мае вот мы получили ключи. Пришли сразу, понравилось сразу все. Ульяна с сыном хоть и переехала из трехкомнатной квартиры площадью 90 квадратов в двухкомнатную 65 квадратов, довольны. Им вполне хватает места, а именно такую планировку Ульяна выбрала сама. Ей нравится большой балкон и 2 выхода на него. Очень довольна семья Павловых и месторасположением дома. Теперь, признается хозяйка, и машина не нужна. Все в шаговой доступности.
В минувшем году были введены в эксплуатацию 2 10-этажных дома самого современного жилого комплекса «Ленска». И комфортные квартиры наконец-то распахнули двери своим будущим хозяевам. Сразу вручили ключи 52 семьям. И ленчане с удовольствием и восторгом осмотрели свое жилье в самом сердце нефтегазодобывающей столицы республики. Недавно такие же приятные хлопоты были в семье Захаренко. Галина Давыдовна прожила по Ленских событий 1А в двухэтажном деревянном доме ровно 40 лет с момента его постройки. Он попадал под наводнение 2 раза. И, конечно, из-за этого возникало немало проблем. В новой же квартире Галина устраивает все. И площадь, которая на 7 квадратов больше, и 2 просторных балкона, и большая кухня. А самое главное – место расположения самого дома. Все коммунальные услуги, которые я буду оплачивать, все рядом, магазины все рядом, какие нужно, все рядышком. Это меня устраивает. Больница рядом. Заслуженный учитель Татьяна Дмитриевна Харченко тоже въехала в новое жилье в июне 2020 года. Посмотрела предложенный вариант и просто влюбилась, признается Татьяна Дмитриевна. Раньше она жила в проблемном доме по Объездной. Это еще и окраина города, при том, что работает учитель русского языка и литературы всю жизнь в школе номер 1 в Мухтуе. Получив ключи от новой квартиры, педагог со стажем растрогалась. А уже в июне нам позвонили и сказали: пойдемте смотреть квартиру. Когда у меня были разговоры с людьми, которые живут в других регионах, они просто не верят, что такое может быть. Что дают квартиру гораздо больше, в самом хорошем доме, в самый хороший вариант. То есть я была счастлива, я счастлива и я буду счастлива, мне очень нравится. Здесь все шикарно. Посмотрите, какие у нас не скажешь даже, что это подъезд, это холлы какие-то, правда же ведь, да? Уютная гостиная Татьяны Дмитриевны как галерея воспоминаний. Она ее наполнила подарками выпускников, фотографиями своих учеников и детей. И, конечно, личной библиотекой. А на одном из балконов устроила зону отдыха, где под светом бра в теплые вечера хорошо коротать время за любимой книгой. Татьяна Дмитриевна также получила жилье на 12 квадратов больше предыдущего и без доплат. Вот такая просторная трехкомнатная квартира ждет участников программы переселения в уже практически готовой новостройке. Одна только прихожая, 8 квадратных метров, длинный коридор, 3 раздельные комнаты, 2 санузла, а бонусом идет балкон в одной из спален, 2 окна. Эти квартиры находятся в новом жилом квартале, расположенном в районе улиц Нюйская, Якутская и Рабочая. Жилой комплекс состоит из 3 9-этажных домов, построенных в едином стиле. В дальнейшем здесь будет произведено благоустройство придомовых территорий. На сегодняшний день ведется строительство 2 многоквартирных домов. Да, они в этом году должны завершиться. Да, посмотрели ход строительства. Пока рисков не видим, то что сроки могут быть нарушены. Компаниями, застройщиками уже начинаются подготовительные работы по строительству 3 дополнительных домов по этапу 2021 года. В целом в этом районе уже введено в эксплуатацию 5 домов в рамках реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья и 2 дома по другим муниципальным программам, а также детский сад на 315 мест. В 2022 году начнется строительство школы на 900 мест. В дальнейшем в этом же районе по улице Рабочая будут возводиться еще дома по программе переселения. Сегодня уже на одной строительной площадке ведутся работы по подготовке территории, а на другой площадке уже ведутся работы по устройству нулевого цикла. Поэтому здесь довольно большой задел идет в части строительства, и мы думаем, что в ближайшее время строящихся объектов будет еще больше. На данном этапе один дом жилого комплекса по улице Якутской практически готов. Уже обшит фасад, проводятся внутренние отделочные работы. Во второй 9-этажке устанавливают окна и балконные двери. Осенью планируется сдать оба жилых объекта. Это 128 квартир. В Ленском районе, в городе Ленске, у нас самый большой объем аварийного жилья в отдельно взятом населенном пункте. И, соответственно, внимание со стороны правительства уделяется достаточное. Да, и здесь должна быть уверенность, что мы в установленные сроки программу полностью завершим. В этом году уже начнется строительство еще 2 9-этажек за домом 26 по улице Портовской, тоже по программе переселения. Там сейчас ведутся подготовительные работы, площадку огородили, зачистили территорию. По планам там у нас 2 9-этажных дома, общее количество 168 квартир. 2 дома у нас разбиты на 2 этапа. Предполагаемый вот 22-23 год.
Основные проблемы с прошлого года у компании-застройщика сохранились. Они связаны с пандемией. Одна из них – завоз трудовых кадров из-за границы. Как сообщил директор по производству, они неоднократно обращались в Центр занятости населения и Ленска, и Якутска. Но желающих заполнить вакансии нет. Но, к сожалению, никого мы не получили. Вот сейчас маленько приоткрыли границы Российской Федерации. Ну вот потихоньку трудовые кадры подтягиваем. Еще одна проблема. Возросла стоимость стройматериалов за год на 30%. А индексация цены на закуп квартир со стороны республики произошла всего на 5%. Мы имеем свое собственное производство, за счет чего как-то можем маленько тут держаться. У нас свой карьер, добываем гравий, делаем щебень, добываем песок. То есть обеспечиваем себя также бетонным заводом в отношении бетона, раствора, блоков стеновых, фундаментных. Ну, на этом как-то получается маленько еще экономить, что ли, если сравнивать с тем, что если мы покупали бы где-то на стороне, приобретали, то было бы совсем уже невыгодно строить. Сейчас на стройке работает порядка 70 человек, ожидается еще 30 на этот же объект. В жилом квартале по улице Якутской трудятся всю зиму. Тепло запустили в октябре прошлого года. Период строительства таких домов занимает примерно 2 года. В эту зиму подрядчик рискует остаться без тепла в новых объектах, так как ресурсоснабжающее предприятие завышает цену на техприсоединение новостроек. Вместо 15 необходимо заплатить 78 миллионов. Эту проблему строители намереваются озвучить правительству республики. Будем сейчас проводить совещание с Минстроем, с правительством республики, чтобы как-то влияли на ресурсоснабжающую компанию, потому что подход должен быть равный. Если цена зафиксирована для всех одинаковая, то условия по техническим присоединениям она должна быть тоже равной. Надеемся, что проблема будет решена, ведь это не коммерческая недвижимость, а социально значимое строительство. Дома, построенные по программе переселения, становятся не только комфортным жильем для новоселов, но и украшают архитектуру Ленска, создавая ее неповторимый облик и превращая провинциальный городок в достойную нефтегазодобывающую столицу Якутии. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.